Евгений Сидорович, скажите, пожалуйста, а как тогда в справке о несудимости МВД, которую Султан Абдрашидович получил 24 марта 2025 года, там указано, что судимость он не имеет? Как так получилось, что МВД, получается, тоже сокрывает сведения о судимости депутата Айджигитова? Получается, МВД тоже совершает преступление должностное? Но не может же быть так, что система электронного межведомственного взаимодействия контролируется Айджигитовым. Ведь в законе, в конституционном законе написано, что ЦИК в течение 10 дней с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия проверяет. Как тогда ЦИК проверял? Но сейчас же невозможно это скрыть. Как тогда Айджигитов, у него что, весь административный ресурс, сосредоточен в его руках, скрыл свою судимость? Если вот актуальная справка, и она показывает, что нет никакой судимости. Евгений, пожалуйста, предоставьте обвинительный приговор суда нам на обозрение. И вообще, почему были нарушены, согласно закону об административных процедурах, ведь решение ЦИКа обжалуется административно-процессуальным кодексом, почему были нарушены права Айджигитова, не дали ни одного материала, чтобы он мог ознакомиться, подготовить свои обоснованные возражения? Форма 4. Нет, вот тоже я не понимаю. Вот он берет справку. Судимость нет, чистая. Здесь представитель ГКМВ говорит, судимость была, и он укрыл. Позвольте, насчет предоставления на обозрение приговора суда, мы вместе с материалами, вместе с письмом предоставили копии. Мне кажется, здесь это бесспорно, да, что Айджигитов ранее был привлечен к уголовной ответственности, и в отношении него имеется обвинительный приговор. В части вашей справки, я не знаю, что за справка у вас на руках, но у меня есть копия ответа Главного управления информационных технологий МВД Республики от 12 марта 2025 года, согласно которого, по данным ГУИ МВД, значится Айджигитов Султанбай Абдрашидович, 27 мая 1958 года рождения, да, вот правильно, в отношении которого 14 февраля 2020 года Сокулским районным судом Чуйской области уголовное дело, то есть было переквалифицировано, вот они пишут, в связи с хулиганством на нанесение тяжкого вреда здоровью, и прекращено. Чуйским областным судом приговор оставлен без изменения. Уважаемый, я еще раз повторяю. Mağlumat ретінде мен ошол өкүлдөргө токтолуп кетейин. 2020 жылдын 14 февралда Чүй облустук сотунун райондук сотунун өкүмү. Орусча айтканда бул приговор. Сыйлов райондук сот өкүм кылат. Айджигитов Султанбай Абдрашидович Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 112 беренесинин 1-бөлүгү боюнча бул жеңил жарак келтирүү жөнүндө берененин аталышы күнөөлүү деп табылсын, анын жазып жоопкерчилигине тартууну эскерүү мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу жаза белгиленмесин. Не назначается. Андан кийин Кыргыз Республикасынын атынан өкүм бул 21 жылдын 10 июнь 6 ай Бишкек шаарын Чүй областық сотунун жазып иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын өкүмү. Чүй областық соттук коллегия өкүм кылат. Чүй облусунун соттук райондук сотунун 2020 жылдын 14 февралында Айджигитов Султанбай Абдрашидовичке карата кабыл алынган өкүм өзгөртүүсүз калтырылсын деп бул Чүй облустук соттун өкүмү. Бұл мағлумат ретінде мен айттым. Бұған береміз. Евгений Шусенович и председатель ЦИК, объясните, пожалуйста. Вот, Евгений Шусенович, вы говорите, я не знаю, какая у вас справка. Я могу вам ее вот сейчас представить на обозрение, она в оригинале. Ее сам получил депутат Айджигитов Султан Абдрашидович.
Она с точно такого же Главного управления информационных технологий МВД. Она более свежая, чем у вас, 24 марта 2025 года. Я могу Денису Семеновичу показать, уважаемый? Да, конечно. Вот. Потому что вы представитель правоохранительного органа. Тогда вот почему у вас разные сведения? Посмотрите, пожалуйста. Я не могу понять ваш вопрос. Вы отрицаете привлечение Айджигитова в уголовную ответственность и то, что он был осужден, или... Почему в справке ГКНБ одни сведения, а в справке МВД другие Я не сведения? знаю, кто выдавал справку, вы не обращайтесь. Макилова. Суть вопроса изложите, пожалуйста. Денис Семенович, почему Султану Абдрашитовичу ГУИД МВД в лице Макиловой дают справку об отсутствии судимости? Орган Не ожидаем справку. Мы